других туда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. А мэры наши что наворотили? Они старались, но в тюрягу угодили, а население снизилось на треть. Что лучше, убежать или умереть? Налоги в коме платим мы исправно, но их судьба постыдна и бесславна. Порадуйтесь такому озорству. 2/3 отправляются в Москву. Друзья, мы в студии замечательного Револьт-центра. И у нас снова сегодня наше ток-шоу «Отрицательный отбор». Мы говорим о том, что в республике год за годом и даже десятилетие за десятилетием осуществляется отрицательный отбор. То есть лучшие выдавливаются из республики, худшие достигают командных высот, растут и продолжают себя очередными худшими. Этот отрицательный отбор, он чрезвычайно опасен для всех нас. И, к сожалению, не совсем осознан населением республики. Деградируют все системы, население республики уменьшилось на треть, деградирует образование, деградирует здравоохранение, и это касается всех нас. Как прекратить этот отрицательный отбор? Как сделать так, чтобы он не воспроизводил себя, как произошло это сейчас вот на новых, на очередных выборах? Как остановить это бесконечное ухудшение и бесконечную деградацию? Об этом мы сегодня хотим поговорить. И у нас в студии сегодня лидер КПРФ в Коме, электоральный лидер, можно сказать, нашей республики, потому что я серьезно считаю, что у него были все шансы на победу, если бы он был допущен на выборы главы Коми. Олег Михайлов. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, ты согласен вот с моим посылом, что это отрицательный отбор, что он идет, и что как раз он ударил сейчас, под ударом этого отрицательного отбора оказалась КПРФ, и это коснулось и тебя как кандидата в главы, и партийного списка, который в этом году был очень сильный и очень интересный? Я согласен в том, что действительно тенденции, которые для Республики Коми Леонид обозначил, они имеют место быть, и сказывается это не только в политической сфере, да, то есть приходят к власти люди, которые не всегда отличаются, что называется, талантами. Ну, у них есть талант. Основной — это служить своему руководителю, служить своему начальству, да, то есть это тоже на самом деле талант, да, в определенной степени. Однако, насколько этот талант помогает всем гражданам Республики Коми жить, повышать качество жизни, жить более уверенно и так далее, это вопрос большой. Второй момент, который очень важен, я считаю, он тоже имеет место быть, это насколько граждане Республики Коми, да, сами люди, которые в том числе и приходят на избирательные участки, если мы говорим о выборах, делают свой выбор, голосуют, насколько они на самом деле заинтересованы в том, чтобы к власти приходили именно сильные, качественные кадры. Потому что то, что мы увидели на выборах 13 сентября этого года в Республике Коми, ну, иначе как ужасом не назовешь, потому что 70% избирателей просто остались дома. Это без тех, кто продал свой голос, потому что вы знаете, что было большое количество сообщений, да, информационных сообщений, в том числе были сообщения о том, что скупают голоса. Паблик «Новая Республика» опубликовал видеозапись о том, что голоса скупаются, да, и мы об этом говорили неоднократно. То есть даже если бы, то есть эти люди, которые по большому счету не должны были прийти на выборы, они продали свой голос, пришли, проголосовали там за псевдопартии, которые были подставлены, да, для этих целей. То есть насколько само общество участвуют в формировании органов власти. Вот вопрос в чем. Да, возможно, действительно, правильно сказал, что собственно говоря, участвовали в этом, я имею в виду в формировании списка кандидатов в депутаты от КПРФ, действительно постарались подобрать не формальную, да, команду, которая идет на выборы, а действительно разных людей, которые бы могли представлять интересы разнообразных групп избирателей, для того, чтобы они имели, те, кто состоялись в своей, значит, профессии, в своей деятельности, те, которые имеют большую общественную поддержку, те, которые действительно зарекомендовали себя как лидеры, вот, и они приняли решение, участвовали в выборах. Однако виток, да, оказался таким, что кого бы мы не представили нашим, что называется, на суд общественности, общественность не заинтересовалась таким
прекрасным вариантом сменить власть в Республике Коми законным путем, приведя и действительно качественные кадры. Вот, собственно говоря, такая тенденция есть, и она, мне кажется, очень плохая в Республике Коми. Как вот тут, в общем, в конечном счете, вот то, что ты говоришь, сводится к вот чему. Вот где-то технология, которая позволит кандидатам от независимых партий объяснить населению простую вещь. Если для того, чтобы выборы давали тот результат, который они дают, каждый год меняют законодательство, вводят вот это трехдневное голосование, изощряются, заводят партии-пустышки, значит, зеленые альтернативы, Родины, где совершенно ясно, что на них работают те же самые команды, что работают на ядро. То есть куча всяких вещей, которые в том числе и уголовные преступления, потому что мы все знаем про скупку голосов. То есть вот это все делается ведь не просто так. Не из любви к уголовщине это делается, не из любви к вот такому фальсификациям, извращениям. Моя уверенность в том, что это делается, вот одно преступление делается для того, чтобы скрыть другое преступление, большее преступление, а именно ограбление, тотальное ограбление населения республики. Тотальное ограбление, потому что мы знаем, что из 260 миллиардов налогов, которые собираются в республике, 160 миллиардов как минимум уходит в Москву. Республика из формального, реального донора, она остается реальным донором, но теперь она уже не донор, она уже теперь реципиент, потому что она вынуждена обратно выпрашивать какие-то дотации, субвенции и так далее. То есть это то, что делается со всеми нами, это то, что касается всех нас. Как донести эту простую мысль до населения? Есть у КПРФ ответ на этот вопрос? Как это сделать? Ну, я бы хотел вот продолжить эту мысль. На самом деле, любая власть, любая, да, она, собственно говоря, старается сохраниться, самовоспроизвестись и любой ценой, по большому счету, ну, в основном, да, в большинстве случаев, она любой ценой пытается сохранить свое господствующее положение. Это независимо от того, какова природа этой власти, да, то есть независимо от того, кто является проводником этой власти. Она старается закрепиться, старается каким-то образом сохранить свое доминирующее положение. И действительно, я поддерживаю мысль о том, что в нашем даже Государственном Совете Республики Коми за последние 5 лет принято, наверное, не было сессии Госсовета, где бы мы не вносили какие-либо поправки в избирательное законодательство, чтобы каким-то образом помочь самовоспроизвестись этой власти, которая есть. В данном случае Единая Россия для того, чтобы самовоспроизвестись ей. Другой вопрос, который вот КПРФ всегда продвигала и как бы ставила, мы всегда ориентировались на то, что выборы как там, институт, который в Российской Федерации имеется, должен служить все-таки, должен проходить в условиях конкуренции программ, конкуренции взглядов, да, то есть мы должны вести такую честную дискуссию о проблемах, да, то есть диалог, а в результате чего избиратель должен принять взвешенное решение. То есть мы ориентируемся на такого умного, думающего, взвешенного избирателя, который, собственно говоря, делает свой выбор, исходя из тех перспектив развития, которые ему, значит, та или иная там, политическая сила предлагает. Вот даже если мы посмотрим. Это, кстати, мы и на этих выборах точно так же пытались реализовать, да, то есть наш основной посыл как раз вот для реализации решения той проблемы, о которой вот сказал, по поводу того, что огромная сумма денег уходит в Москву, мы там крохи получаем из того, что могли бы получать. Естественно, это мы сформулировали это в формате там, налоги в республику, хватит кормить Москву. Мы создали определенную идею, которую мы, собственно говоря, пытались донести до нашего общества. И обратите внимание, да, очень многие партии, партейки и даже сам УЙБА просто взяли и украли эту идею. Да? То есть они понимали прекрасно, что фактически это ключевой вопрос современной жизни Республики Коми. Потому что это вот из моей практики, куда бы я ни обратился, на какой бы встрече я ни побывал, где-либо, значит, не выступал и так далее, ключевой вопрос о деньгах. Понятно? То есть если вам что-то нужно отремонтировать, где-то починить, где-то построить, где-то, значит, залатать, что-то покрасить, я не знаю, поставить урну там, и так далее, все что угодно. Это все упирается, естественно, в определенные те или иные полномочия местных органов либо государственных органов власти. И ключевой ответ на вопрос «давайте сделаем» и говорит, у нас нет денег.
У нас нет денег, потому что они есть в другом месте. То есть деньги есть, только они не в наших карманах находятся. Я имею в виду не у народа Республики Коми. Поэтому мы, как КПРФ, ориентируемся все-таки на интеллектуального избирателя, на мыслящего избирателя, на того, кто способен сопоставить цифры, сопоставить элементарные, школьные, которые имеют знания и так далее. К сожалению, оказывается, что вообще-то избиратели это не особо интересует. Многих. Оказывается, что можно просидеть в Госсовете 5 лет, например, значит, практически, делая по мелочи, да, но особо не ведя какую-то деятельность в общественности, да, не взаимодействуя там, либо на минимальном уровне взаимодействуя с людьми, не участвуя в самых ключевых протестных действиях в Республике Коми, а у нас последние несколько лет существенно, да, выросла вот эта протестная активность граждан, да, они выступали и против строительства полигона для московского мусора на ШИС, и против пенсионной реформы, и забастовки были, и все что угодно, да, помните, и этих кондукторов и так далее. Были ситуации, при которых, собственно говоря, КПРФ везде поддерживала этих людей, в том числе как соорганизатор шла и так далее. Эти люди сегодня увеличивают даже свое представительство в Госсовете. То есть можно ничего не делать. Значит, лидер, сидящий на Думской трибуне уже несколько десятков лет, я имею в виду ЛДПР Жириновского, да, если кто-то не понял, значит, они могут сидеть там 30 лет, он сидит в этой Думе, значит, не отличается, так сказать, особыми интеллектуальными способностями, между тем разглагольствует на разные темы, и нормально люди за него голосуют. О, веселый политик, о, какой молодец, правильно сказал какую-то там фразу, галка, и все. И несколько человек в Госсовете, хотя местные, значит, люди некоторое время даже вообще в Госсовете не присутствовали, потому что лидер на тот момент сидел. Да? То есть все. Вот это вопрос, это принципиальный вопрос, потому что консервация власти происходит в том числе из-за того, что власть подсовывает нам разные партии обманки, разные партии спойлеры, единственной целью которых является просто оттянуть голоса. Конечно, если мы с вами проанализируем те результаты, которые у нас есть, мы увидим, что вот эти вот партии, которые завели на выборы в Госсовет Республики Коми, я имею в виду Родину, Зеленую альтернативу, что у нас там еще? КПСС, Коммунисты России. Вот они на четверых взяли 27% с лишним. 27%. То есть эти партии, которые от них никто не слышал, они не вели никакой созидательной работы, они ничем не отметились реальным, да, то есть именно как партии, да, у них есть, может быть, у кого-то из них, не у всех, но у кого-то из них какие-то яркие лидеры, может быть, и есть. Вот. Но тем не менее, в целом никакого позитивного действия от них не было видно. Тем не менее, избиратель, вот, в том числе и продав им свой голос, в том числе кто-то поверил, да, кто-то спутал и так далее. То есть я к чему это, да, все рассказываю? Мы видим одно. Уровень самого избирателя, избирательности этого избирателя, он вообще-то падает. И мы это можем очень хорошо видеть вот на результатах прошедших выборов. Я вижу одно. Избирателю не очень интересна, может быть, составляющая именно интеллектуальная. Им важен, может быть, сиюминутный хайп. Вот это вот такая интересная вещь, которую я отметил. Я бы с этим не согласился. Я тут в одном из своих роликов привел такой пример. Вот мы представим себе город, в котором истребили все булочные. А потом через некоторое время люди стали говорить, а где свежие булочки? Вот почему черствая какая-то ерунда? Вот это у нас так с выборами, да, и с кандидатами. Где интересные кандидаты, где хорошие кандидаты? Да? Значит, нету пекарен, там, да, значит, нету хороших булочек, нету хороших кандидатов. А тут ситуация еще более усугубилась. В каком-то африканском государстве нету спроса на булочки. Но мы отучили людей от этих булочек, то есть от хороших кандидатов. Мы отучили людей интересоваться выборами. Да? Не мы, конечно, да, а те, кто эти выборы организует. То есть уже много лет выборы как вот что-то интересное, важное и значимое для жизни не существует как факт. И теперь нам нужно каким-то образом приучать людей, заинтересовывать их, напоминать им вкус этих булочек. Они вкусные, эти булочки, понимаете? Но, это очень прекрасно. Вот. Можно я перебью конечно, просто? Дело в том, что я согласен в этом плане. Да, пример интересный, но мы должны понимать и другое. Вот если человек хочет купить булочку условно, но этой булочки нет, у него есть два пути решения вопроса. Потребовать булочку
либо самому испечь булочку. Да. Не происходит ни этого, ни другого. Он подходит, не видит, значит, нормальных вкусных булочек, разворачивается и уходит. Он уже забыл, он уже забыл даже вкус булочек. У него уже и потребность уже потихоньку теряется. Я об этом и говорю. Да, Я об этом и да, говорю. да. Я говорю о том, что избирателю уже неинтересна эта ситуация, и вот можно провести прекрасную, значит, кампанию по рекламе этих самых булочек, но и он не захочет их пробовать. Совершенно верно. Просто не захочет. Вот и все. И мы получаем тот результат, который на сегодняшний момент имеем. Хотя он мог бы быть и лучше, на самом деле. Он неплохой, но он мог быть и гораздо лучше, чем есть. Но принципиальный вопрос – это то, что люди, они ведь не удовлетворились тем, что они получили. Они удовлетворились. У них нету прямой связи между ситуацией в стране и конкретными людьми, которые эту ситуацию для них, значит, организовали. Я приведу пример. Особенно вот это характерно для более старшего поколения, которое у нас есть в республике, достаточно много у нас пожилых граждан, пенсионеров и так далее. Приходят к ней, значит, к бабушке в избирательное надомное голосование. Говорят, слушай, я тут, говорит, бабушка смотрит, я, говорит, никого здесь не знаю. Я так ненавижу этих там единороссов, я никогда в жизни за них голосовать не буду. И говорят, ой, а вот хороший парень там, Иванов. Говорит, он наш, он местный там, из деревни. Говорит, да, ну замечательно, галочку поставила, а там написано, выдвинут избирательным объединением «Единая Россия». Вот и все. То есть здесь мы что в этом примере видим? Люди особо не заморачиваются на этот счет. Хороший парень. Этот хороший парень, он может быть прекрасным. Я всегда привожу этот пример. У нас есть большое количество кандидатов, особенно на местные выборы, которые представляют там социалку. Да? Вот у нас Марья Ивановна, она такая прекрасная там заведующая какого-нибудь детского сада. У нас там и Вера Петровна, она такая прекрасная, значит, учительница. Они все замечательные люди, они действительно хорошие специалисты, но как только они все становятся депутатами от «Единой России», они делают ровно то, что им сказали из администрации. Они делают ровно то, что они, противоречит в том числе даже иногда с их собственной точки зрения. Но они делают, мы же государевы люди, галка, все. Их собственной точки зрения и их собственным интересам. Естественно, да. Да. И это основная проблема того, что сейчас происходит. И второй момент. Они не приходят на выборы, но эти люди, избиратели, они ничего другого-то не предлагают. Когда мы проводили акции против строительства полигона на станции ШИС, тогда было больше людей сегодня вышло на площадь, чем пришло на выборы в Сыктывкаре. Это о чем говорит? Я имею в виду проголосовало там за тех людей, которые реально противостояли этой стройке. О чем это говорит? О том, что для людей выйти, постоять на площади иногда проще, чем сходить и поставить галочку. Так может быть тогда нам нужно развивать, как вы думаете, альтернативные способы прихода к власти? Я напоминаю, дорогие зрители, у нас сегодня в студии Револьт-центра ток-шоу «Отрицательный отбор», и я ведущий этого ток-шоу, издатель 7 на 7 Леонид Зильберг, и со мной Олег Михайлов, лидер КПРФ и электоральный лидер, на мой взгляд, электоральный лидер Республики Коми. И когда я говорил в предыдущей части о том, что совершаются в том числе уголовные преступления, значит, я вот не сказал и не добавил вот что в этот раз эти преступления, они даже зачастую насильственный характер, не просто фальсификации. И здесь присутствует журналист и один из кандидатов от КПРФ в городской совет Виктор Кокарев, который, собственно говоря, оказался жертвой нападения и не получил должной поддержки и помощи от государственных структур. Я хочу дать ему слово. Здравствуйте, я не особо понимаю, зачем мне дали слово, но в целом вообще по поводу отрицательного отбора, мы его видим на самом деле не только в каких-то властных структурах, будь то Государственная Дума, Государственный Совет Республики Коми. Мы это видим буквально на местах. Самый простой пример, который могут привести, наверное, вообще все, когда сын главврача после того, как главврач уходит на пенсию, сам становится главврачом. И это происходит, в принципе, везде совершенно, будь то полиция, суды, избирательные комиссии, все что угодно. Причем я согласен с Олегом, у нас нет связи между людьми, которые нам делают плохо, то есть
нет вот этой вот связи, когда ты такой, блин, очень плохо живется, вот там, не знаю, подняли налоги, какие-то там коммунальные платежи. Всегда за этими вещами стоят какие-то конкретные лица. И это, ну, меня в этом плане сейчас очень радует движение, например, там, по деанонимизации полицейских, ОМОНовцев, людей, которые, там, ну, сейчас самый ближайший пример — это Беларусь, избивают людей в масках, балаклавах, всем чем угодно, они совершают преступления. Но как только этих людей раскрывают, их личности, там, данные, кто где работает, кто где живет, они сразу же становятся шелковыми, они перестают себя так вести по отношению к людям. И у нас, мне кажется, надо делать то же самое. У каждого человека, который принимает решение, должна быть персональная ответственность за последствия этого решения. Тот же самый там 144-й республиканский закон, который лишил льгот за детские сады многие семьи. Ну, этот законопроект принимали конкретные люди, это были конкретные депутаты от «Единой России». Но как только этих людей называют, они, наверное, будут задумываться о том, что, ну, блин, наверное, в следующий раз мы так делать не будем. Но, опять же, что удивительно, эти люди, которые в период предвыборной кампании все из себя такие белые, пушистые, все хорошие, все замечательные, снова прошли в Госсовет после того, как, блин, они испортили жизни многих людей в нашей республике. Как мне кажется, у нас, в принципе, так быть не должно, и реально нужно устанавливать персональную ответственность людей за те или иные действия. Спасибо, Виктор. Да, то, что вы говорили на самом начале, сейчас я договорю, значит, это есть такой замечательный анекдот или загадка. Может ли сын полковника стать генералом? Ответ: нет, не может. У генерала есть собственные дети. Вот, пожалуйста. Я бы хотел добавить. Дело в том, что вот деанонимизация, выговорил, значит, вот этих людей, которые совершают разного рода зло по отношению к гражданам нашей республики, это же в том числе депутаты Государственного совета Республики Коми, да, примеры у нас есть. Дело в том, что Госсовет — это достаточно открытый орган. То есть, что я имею в виду? У нас все сессии Госсовета в прямом эфире транслируются в интернет. Я вот боюсь спросить, да, я на многих встречах бываю, всегда спрашиваю, кто-нибудь из вас смотрел эти сессии, кто-нибудь из вас заходил на сайт, там можно посмотреть стенограмму, где написано поименное голосование, за какой законопроект кто голосовал, как голосовал и так далее. Я всегда говорю это и еще раз обращаюсь ко всем, кто нас смотрит, да, заходите и смотрите, каждый депутат имеет, что называется, свою позицию по каждому вопросу. И как он голосует. Он может вам рассказывать любые сказки, может вам говорить на встречах все, что угодно, но вы имеете такую возможность зайти и посмотреть, сами имеете. Вам никто об этом не должен рассказывать. Вы можете это сделать самостоятельно, если вам там по телевизору об этом не сказали. Если вам подняли пенсионный возраст, ну зайдите, посмотрите, кто это делает. Если вам приняли этот несчастный 144-й, ну зайдите, вы посмотрите, кто это делает. Это просто, более того, я вам скажу, я считаю, что это и наша, собственно говоря, вина в том, что люди не все это делают. Хотя я на всех встречах говорю. Все, что я говорю, все, о чем я рассказываю, какие законы принимаются, как они принимаются, кто что говорит при этом, вы все можете почитать в стенограмме, вы все можете посмотреть в прямой трансляции, все это есть. Все, пожалуйста. Тут даже специальную акцию по деанонимизации не надо проводить, да? Надо просто зайти и самому посмотреть. Все. И потом делать вывод. И потому что эти депутаты, когда они приезжают и рассказывают, какие они хорошие, какие они молодцы, блин, ну вы сразу можете им задать вопрос. Так, а вот у меня в стенограмме написано, что вы вот такую дичь сказали. А вы действительно это говорили или это что это? И он сразу же начнет троить или что-то делать. Но вы ему покажете документ с официального сайта, где это все написано. Все. Смотрите и выбирайте, потому что эти люди опять попрут в органы власти. Это не первый, не последний случай. Они все время, власть будет пытаться самовоспроизводить себя. А как она будет пытаться самовоспроизводить? Действительно, лучшие кадры, если не пускаются, будут оставаться те, кто верно служит режиму.
основная задача. Они будут там же оставаться, они будут принимать такие же непотребные решения, они будут делать все для того, чтобы законсервировать собственное положение и положение республики как колонии, значит, федерального центра. Все. Поэтому вам нужно изучать это в том числе. Не оставлять это на какие-то, значит, действия, которые мы должны совершать. Все вместе уничтожим и отстраним их от власти. Смотрите, помимо того, что здесь у нас студия, вы видите, что здесь прекрасный выставочный зал. И у меня сходу предложение к депутатам от КПРФ. Давайте сделаем выставку позора, выставку позорных голосований. Фотографии голосования. Фотографии голосования. Вот. И это будет прекрасная наглядная агитация, и это не то, что куда-то зайти на сайт. Мы об этом объявим, и все будут знать. Позорное голосование наших политических мумий, которые сидят в Госсовете, сидят уже непонятно какой срок, и задача которых, собственно говоря, и есть вот эти позорные голосования. Давайте это делать. Есть сейчас, слава богу, интернет позволяет делать очень многое, а наличие такого замечательного выставочного зала позволяет еще дополнить это офлайновыми средствами. Поэтому я приглашаю КПРФ делать такие вещи. Без проблем. Я бы еще хотел добавить, вот к дальнейшему обсуждению данного вопроса, да, люди, да, многие, там, молодежь в том числе, да, они готовы посмотреть, значит, зайти на эти ресурсы, изучить это все такое, да, но они не пойдут на выборы. И решение останется за теми, кто не видел, не смотрел, не знает, кому предложили 1000 рублей и так далее. Чем мне ваша КПРФ, говорит одна, значит, бабушка, а вот 250 рублей у меня вот в кармане. Все просто. И пока людей, можно сказать, искусственно загоняют в нищету для того, чтобы вот на этот, значит, фантик в 200 рублей их, что называется, потом купить их голос. То есть поставить их на грань выживания для того, чтобы они практически душу продали дьяволу, для того, чтобы этот дьявол мог дальше господствовать в пределах нашей республики. Это все, да, это, конечно, результат длительного вот этого самого отрицательного отбора, в том числе работы там и с пожилыми, и с молодежью. И здесь у нас в зале тоже человек, который тоже был кандидатом от КПРФ, и который занимается проблемами образования молодежи очень много лет. И про отрицательный отбор в этой сфере, в сфере образования, может много чего сказать. Виктор Воробьев, вот я хочу дать ему слово. Да, спасибо, Леонид. Ну, собственно, действительно, отрицательный отбор в республике, я боюсь, существует во всех сферах, но больше всего мы это видим, конечно, на примере республиканских органов власти. В частности, я думаю, что многие читатели 7 на 7 знают про нашумевший случай в сфере образования, связанный с диссертационным скандалом вокруг диссертации Натальи Михальченковой. Она тогда была министром образования республики. Собственно, журналисты 7 на 7 вскрыли факты плагиата в ее диссертации. И, надо сказать, суд, когда Наталья Михальченкова подала в суд о защите чести и достоинства, суд встал на сторону журналистов и подтвердил, что плагиат действительно имел место. Вопрос о том, чтобы лишить ее ученой степени, тогда не рассматривался, потому что вышли сроки давности, и Министерство образования было лишено возможности провести по этому факту проверку. Но поразительно было другое. Поразительна была реакция республиканских органов власти. Вот я, получив это решение суда, увидев его на сайте, я отправил его копию тогда в администрацию главы республики. С одним вопросом. А, собственно, вы как относитесь к этому? Вы считаете это нормально, что министр образования и науки, я замечу, Республики Коми имеет диссертацию с неправомерными заимствованиями из нее? Вот. Ответ администрации, тогда Гапликов был губернатором, был такой, что это, в общем, не входит в нашу компетенцию, нас это не интересует. Но вот это вот такой довольно наглядный пример, да, каким образом профессиональные качества не становятся основанием для кадровых решений. То есть вопрос в лояльности, вопрос в, может быть, членстве в определенной политической партии, но почему-то вопросов к качествам как ученого к Наталье Алексеевне не возникло. Может быть, она человек хороший, но вот как ученый, наверное, она была немножко не на своем месте в Министерстве образования и науки Республики Коми. Вот.
Я хотел бы прокомментировать, на самом деле, еще одну штуку. Вот сейчас предыдущая дискуссия, она во многом сводилась к тому, что у нас избиратель плохой. Да, вот такой тезис сквозит, что люди не понимают, люди не разбираются, люди не хотят, вот, и там общество не готово к переменам и так далее. Мне все-таки кажется, что неправильно людей в этом обвинять. Да, действительно, вся политологическая наука нам говорит о том, что на определенном уровне благосостояния общество меньше готово к переменам. Как ни странно, запрос на протест, он появляется тогда, когда люди живут лучше, а не хуже. Вот многие думают, что чем хуже, тем лучше. Это неправда. Как раз когда хуже, люди тогда продают за 900 рублей там, голос «Зеленой альтернативе» или кому там еще, и они готовы, в общем, обменять свою политическую какую-то субъектность на, в общем, вполне небольшую сумму денег. Это когда люди плохо живут. Они как раз готовы к переменам и к тому, чтобы требовать чего-то дополнительного тогда, когда они живут хорошо. Вот это такой парадокс, но тем не менее он, в общем, во всех исследованиях там, демократического транзита, да, там, перехода от авторитарных систем к демократическим, вся политологическая наука это подтверждает. Поэтому, да, действительно есть этот фактор, такой нищеты. Но все-таки мне очень понравился пример Леонида с булочкой. Да? Вопрос не в том, что там булочки хорошие или плохие. Тут можно похожий пример привести. Вот как когда компания Apple изобрела iPhone, никто не знал, нахрена он нужен. Вот. То есть это не потому, что у людей была потребность, что дайте нам вот такой девайс, а потому что его презентовали, объяснили, зачем он нужен, и только после этого люди поняли, ой, а мне он нужен, оказывается. Да, то же самое там планшетов касалось, когда там появился iPad, да, в качестве пионера там, в своей отрасли во многом, и так далее. Вот с выборами то же самое. Люди должны понять, для чего им нужно участвовать в выборах. Пока здесь, в Республике Коми, действительно многие люди этого не понимают. Они не понимают, каким образом участие в выборах Государственного совета республики, участие в выборах главы республики, участие в выборах городских там, советов в муниципальных образованиях может реально повлиять на их жизнь. Они не верят в то, что это может реально повлиять на их жизнь. Больше того, они не верят в то, что есть альтернатива. Потому что многие кандидаты просто не дошли до своих избирателей. Они не рассказали им не то чтобы, что нужно за них проголосовать, а про то, что они вообще есть, что такая альтернатива есть. Вот, конечно, здесь поэтому вопросы в том, чтобы более активно работать самим. Спасибо, Виктор, замечательно. Олег, прокомментируешь? Да, я в определенной степени тоже согласен с Виктором. Единственное, я хотел бы заметить один момент. Да? То есть действительно, наверное, избиратель не тот нынче пошел избиратель. Это только в определенной степени, что называется, соответствует действительности, а к тому, что не все интересуются, не все считают, что есть прямая зависимость, да, между их уровнем жизни и теми, кто сегодня стоят у власти. Это в том числе последствия того, что власть сама навязывает такую повестку. Это же ключевой тезис, да, один из ключевых тезисов там, власти о том, что давайте мы вбросим тему, все они там одинаковые, голосуй, не голосуй, все равно, значит, от нас ничего не зависит. То есть это формирование повестки дня именно для избирателя. То есть формирование электорального поведения конкретных жителей, да, там, конкретного региона или области, там, республики Коми в данном случае. Да, то есть что толку, что пойду я на выборы, все равно от меня ничего не зависит. Это ему внушили, да, то есть используя технологии определенные, значит, воздействие, это было ему внушено через какие-то источники. Да, тем более, что он каждый цикл ходит на выборы, голосует, значит, там, за партии какие-то или за кандидата, ничего не меняется для него. Ничего не меняется. Поэтому это, естественно, такая проблема существует. В этой связи, конечно, я согласен с тем, что повышение уровня, скажем, развития и связи этих вещей, да, убрать вот эту матрицу, это задача партии в данном случае, ту, которую я представляю, это КПРФ, и кандидатов, которые идут на выборы. И вторая проблема, которую мы вот здесь видим, это то, что кандидаты действительно не всегда донесли до избирателя, собственно, а нафига вы там нужны-то, да? То есть, собственно говоря, избиратель-то, может быть, с удовольствием-то бы и пришел и проголосовал. Просто он действительно из вот этих вот списка длинного этих кандидатов не увидел того, кто будет представлять его интересы. Просто потому, что некоторые кандидаты посчитали, что их уровень известности, их уровень, скажем так,
вовлеченности в общереспубликанские или местные процессы достаточно для того, чтобы быть избранным. И это тоже большая проблема, потому что выборы делаются, вот некоторые говорят, в межвыборный период. В межвыборный период увеличивается твоя узнаваемость, твои дела, накапливается багаж определенный, с которым ты можешь идти на выборах. А выборы сами, вот технологически, исполняются в течение более короткого промежутка времени. Так вот, если этот промежуток времени заниматься тем, что ты обычно что делаешь, да, не вдаваясь в определенные технологические моменты, связанные с выборами, результата не будет. И это то, что называется, то, к чему нужно учиться кандидатам, независимо от того, от какой оппозиционной партии они идут. Я имею в виду именно оппозиционной, потому что у партии власти, естественно, да, и ее сателлитов, у них есть другие ресурсы для того, чтобы решать вопросы о том, как им быть избранными. Ну, надо признать, что действительно партия власти хорошо и много поработала над тем, чтобы высушить выборы вообще до предела. И в том числе поработала юридически, и в том числе сделано столько всего вот в этом самом ежегодном, в этой самой ежегодной корректировке законов, что выборы превращаются в все в большую формальность, становятся все менее интересными. Здесь у нас присутствует юрист, который, кстати сказать, был представителем КПРФ в избиркоме, Андрей Никулин, и он, наверное, об этом может больше других сказать. Да я, наверное, не буду больше о выборах, потому что уже много о них сказали. Действительно, есть у значительной части общества, особенно у тех, кто участвовал в этих выборах, например, по списку КПРФ, есть некое накопленное разочарование, потому что действительно в этом политическом сезоне Компартии удалось в своем списке собрать действительно очень хорошую команду. И многие, наверное, рассчитывали, что смогут в этом же, в зачастую первом электоральном для себя цикле войти во власть. К сожалению, мечты многих не сбылись. И дело, наверное, даже не в том, что избиратель плохой. Просто люди на самом деле видят накопленную за последние 20-30 лет всепроникающую коррупцию всех уровней бюрократов, цинизм, и с недоверием относятся к любым проявлениям гражданского общества на самом деле. Любого филантропа подозревают в жажде наживы и попытке уйти от налогов. Независимых политиков подозревают в том, что они работают на заказ. Экологических активистов и интеллектуалов подозревают в том, что они просто хотят ворваться в политику и получить свою долю статусной ренты. И в этом смысле действительно за один электоральный цикл мы ничего не в состоянии изменить. Какими бы плохими ни были выборы, но я думаю, что вот это недоверие людей друг к другу и неготовность отстаивать общий интерес в России, в Республике Коми, они, собственно, будут преодоляться только вот планомерной работой на протяжении многих лет. И то, я уверен, что на это уйдет, возможно, даже такие же десятилетия, которые мы потеряли за это время без времени, что даже после того, когда власти перестанут давить на независимые общественные структуры, отстроить вот эти работающие механизмы гражданского общества будет на самом деле не так-то просто. А наша же задача делать так, чтобы выборы были на самом деле более яркими, интересными. Во многом это удалось, во многом нет, но я уверен, что тенденция уже наметилась, и она внушает оптимизм. Ну вот, наконец, что-то оптимистическое, на самом деле, да, вот от кого меньше всего ожидал оптимизма, так это от Андрея, а он как раз вот это, потому что мне казалось, что вот в его сфере там просто господствует, такой уже честно говоря, вот то, что касается электорального законодательства, да, вот когда какие-то изменения реальные в нашей стране пойдут, я считаю, что оно будет просто снесено, просто взять целиком там, да, и тут нечего ремонтировать, вынести на помойку и просто или новое, или то, которое принималось там в 90-е годы или в начале 2000-х, оно вернется, потому что совсем все плохо, как мне кажется. Наворотили такое, что с этим мало что можно сделать. Олег, согласен с этим?
Ну, есть мнение, что за последние десятилетия самыми демократическими выборами были выборы 1989 года. Да? А после этого все, что происходило в России, оно было связано только как раз вот с укоренением сил, то есть те, которых уже пришли в том числе к власти в процессе вот этого самого демократического 1989 года. Да, и это в определенной степени, наверное, так оно и есть. Потому что, еще раз повторю, задача любой власти — это сохраниться, самовоспроизвестись. Вот. Каким способом? Демократическим ли? Либо, путем узурпации власти, узурпации, выборов, действиями незаконными, которые не признаются таковыми, судебной системой. Это уже другой вопрос. То, что мы видим последние десятилетия, это, естественно, усложнение порядка регистрации кандидатов, усложнение порядка проведения выборов, регламентация всего и вся. Оно, конечно, понижает и прозрачность выборов, оно понижает возможности для участия, потому что я тоже в силу своей, деятельности часто общаюсь с кандидатами, которые были в 90-е годы, участвовали и так далее. И тогда они все мне говорят: слушайте, они сейчас, некоторые из них участвуют сейчас в выборах, и говорят: слушай, в прошлый раз, когда я участвовал в выборах в середине 90-х, мне нужно было принести один паспорт. Вот я пришел, дал паспорт, ксерокопию сняли, все, я кандидат практически. Да? А теперь мне нужно километр справок, 153 бумаги, еще они все запросы пошлет избирательная комиссия. И не дай бог, где-нибудь у меня я что-то не так указал, еще и снимут меня с выборов, потому что я, ввел в заблуждение и так далее. То есть, да, не указал недостоверные, неполные сведения, не вовремя какую-то бумагу донес, и все, меня нет. То есть, естественно, для человека, для гражданина реализация его права, да, быть, избранным, она усложняется. И это тенденция, которая сохраняется. И в этом смысле, безусловно, вот то выборное законодательство, которое сегодня существует, оно должно быть пересмотрено как раз вот в смысле понижения, вернее, повышения уровня возможности участия человека, любого человека в выборах. Да, потому что у нас ведь в том числе создана и система, при которой, скажем, у нас нельзя образовывать избирательные блоки. Избирательное объединение у нас может создать только политическая партия. Хотя, например, в 90-е годы, полно было в начале 2000-х, да, 2003 год, по-моему, последние выборы, когда можно было участвовать избирательным объединением, блоком, да, разных. То есть это нормальный процесс, да, то есть если две партии условно или общественная какая-то организация, понятное дело, самостоятельно участвовать не может, они сблокировались, общая идея, пожалуйста, общая какая-то позиция, идут вместе и имеют больше шансов победить. Сегодня это выглядит как попытки конкуренции, как у нас, я считаю, было на выборах в Республике Коми, попытки конкуренции между разными кабинетами администрации президента. Вот и все. То есть у нас есть, партия «Коммунисты России». Это один отдел администрации президента. У нас, есть КПСС «Зеленая альтернатива», которая курировались Богдановым, да, политтехнологом, и Смирновым, да, администрации президента. Пожалуйста, вот второй отдел. У нас есть избранный депутат Госсовета Шугалей, ливийский сиделец. Кстати, есть смысл предложить его на председателя Госсовета. Мне кажется, толку будет больше, чем от предыдущего председателя. Вот. А вы помните, есть такой сюжет у Булгакова, когда пиджак, да, подписывал резолюции. И, мне кажется, вполне это реализуемо сейчас в Госсовете. Это он посмеялся над этим, да, тогда, в 30-е годы. Сейчас это реалии. Завтра заседание Госсовета еще изберут, возможно, председателем. Вот. То есть это был третий кабинет, Пригожинский, да, который, курировал выборы Родины и так далее. То есть, естественно, это не демократические выборы. Мы должны это просто принять как за аксиому. Да, то есть о демократических выборах у нас нет никакой речи в Республике Коми. Вот. Я считаю, что они нелегитимные, эти выборы. Вот. Особенно выборы главы Республики Коми. Они вообще лишены какой-либо легитимности, не просто потому, что они не были конкурентными, но и по той простой причине, что победитель, с моей точки зрения, незаконно участвовал в выборах главы, я это уже говорил неоднократно, потому что законом Республики Коми не предусмотрена и была его возможность участия, ну и так далее. То есть это законодательство должно быть обязательно, пересмотрено в пользу тех людей, которые хотят участвовать в выборах, реализовывать свое право. Просто снесено под корень, на мой взгляд, потому что вся история с главами... можно и так высказаться. Да. С главами, но это просто, понимаете, мы доверяем какому-то главе, мы его избираем каким-то очень большинством голосов, Гайзера, да, а потом его одномоментно можно взять и отправить в кутузку. То есть и президент ему выражает недоверие. Ну, позвольте, что значит недоверие президента? Мы, избиратели, выразили ему доверие.
Вот, значит, теперь он должен там, досидеть свой срок, и если к нему есть претензии, ну как это, как, собственно говоря, ведь, например, с Сенатом и с Госдумами так это происходит. Да? А тут вообще ничего нет, никакой процедуры, его можно в одночасье щелчком убрать. Это совершенно, это процедура, а ведь на самом деле она лишает вообще смысла каких бы то ни было выборов. Вот сейчас вот главы, которые назначаются, или там губернаторы назначаются сейчас, они будут сидеть до следующего сентября. А что мешает в августе щелчком убрать очередного, значит, поставить, и тогда опять, значит, срок отодвигается, и все, никаких выборов нету. То есть это просто совершенно бессмысленная, формальная, издевательская, я считаю, для населения процедура. Вот. Ну и, конечно, избрание Шугалея, это вот в моем понимании, это просто торжество отрицательного отбора. То есть это человек, пусть у него какие угодно достоинства, он никакого отношения к Коми не имеет, он никогда в Коми не был и не будет. И сегодня, значит, является депутатом Госсовета Коми Шугалей, но я позволю себе быть пристрастным, потому что я действительно, представьте, вот незамечательная Юлия Посевкина, которая вот просто обязательно должна была быть там. Вот сейчас я хочу дать ей слово, потому что я считаю, что это самая большая потеря вообще республики, что ее нету в Госсовете. Да, здравствуйте. Да, конечно, это потеря, что меня не будет в Государственном Совете, и прежде всего для республики, потому что я вряд ли бы что-то приобрела, кроме большого количества работы. А я тут с некоторыми из вас соглашусь, с некоторыми нет. Я считаю, что, да вообще, в принципе, я в курсе, что в странах третьего мира, и в России в том числе, как раз процветают механизмы вот этой отрицательной селекции, когда, извините, Олег Алексеевич, кто был ничем, тот станет всем, происходит. Почему это получается? Специалисты говорят, эксперты говорят, это получается в тех странах, где не совсем развито самосознание у людей, где люди не чувствуют себя хозяевами. А вот если бы я чувствовала себя хозяином, я бы не позволила к власти дорваться тем людям, которые дорываются сейчас, и сохранять эту власть во что бы то ни стало. Сегодня именно поэтому вот то, о чем вы говорили, да, об этой активной сушке явки, это была главная задача партии власти на этих выборах. Они должны были изо всех сил доказывать людям, что от людей ничего не зависит, что они не хозяева, потому что в противном случае люди бы выбрали тех, кто достоин. Я вообще всегда выступаю за меритократию, за власть достойных, и мне очень близок Платон, который говорил о философе на троне. И когда он говорил о том, кто должен быть у власти, он не говорил, кстати, про интеллект и про заслуги, он говорил про добродетели, справедливость, мудрость, добродетельность, милосердие и жертвенность. То есть у власти должны быть такие люди, которые готовы жертвовать своим временем, наступать на горло собственной песни, своими амбициями и прочее, ради того, чтобы остальным жилось лучше. Поэтому вот когда ты, Леонид, говорил о том, что сегодня самовыдвиженцы не могут, да, попадать во власть, выдвигаться, да, я изначально хотела быть самовыдвиженцем, но потом, естественно, прикинув все плюсы и минусы и все свои возможности, я поняла, что это невозможно. А вот уже когда выборы прошли, я повторила для себя этот вопрос. То есть действительно бы я пошла самовыдвиженцем, если была такая возможность? Вот, кстати, не обязательно. Потому что я считаю, что в данном случае наступить на горло своим амбициям было бы важнее, чем не пойти от какой-то партии. Да, я принципиально не отношусь ни к какой партии, но в случае с этими выборами для меня было крайне важным, чтобы мы очень грамотно со всей оппозиции распределили свои силы по округам и прочее. То есть сильнейшие кандидаты должны были быть аккуратно, равномерно распределены. Тогда бы у нас было бы больше возможностей. Поэтому, скорее всего, я бы не пошла самовыдвиженцем, все-таки я пошла бы, например, от КПРФ, может быть, от «Справедливой России». Нет, от «Справедливой России» я не смогла позволить, то есть моя мораль не позволила бы мне пойти от «Справедливой России». Вот, поэтому, наверное, от КПРФ. Вот. Но теперь мы имеем то, что имеем, и мне кажется, что главная задача гражданского общества – это действительно поднимать самосознание граждан, чтобы они перестали чувствовать себя подданными, а снова стали чувствовать себя гражданами, от которых что-то зависит, и могли бы и к следующему уже выборному периоду мы бы подошли бы уже с людьми, которые бы
имели возможность увидеть нас. То есть мы-то существуем, люди, которые что-то делают в этой республике, которые тратят огромное количество своих сил на то, чтобы помогать другим людям. Мы существуем, но нас не видят по разным причинам, не хотят видеть или не могут видеть. И вот к следующему, вот через 5 лет, я надеюсь, что люди нас узнают получше, да и вообще нас станет больше. И тогда мы сможем переломить ситуацию. Я очень на это надеюсь. Неожиданно много оптимизма. Еще одно оптимистическое высказывание. Олег, разделяешь ты Юлин оптимизм, что вот есть у нас вот новый электоральный цикл будет лучше нынешнего? Я в этом не сомневаюсь нисколько, потому что, ну, я приведу несколько примеров. Например, в результате прошлого выборного цикла 2015 года КПРФ, конечно, команда КПРФ на тех выборах была не такая сильная, как сейчас, это объективно. Вот так. Но, тем не менее, наши результаты были более чем скромные. Мы получили 1 депутата в Госсовете, 1 депутата в Совете Сыктывкара и там по 1 депутату в нескольких еще советах городов и районов Республики Коми. Ну, совокупно где-то порядка 8 человек, да плюс еще 8-10 человек условно. На сегодняшний момент по результатам в 8 муниципальных образованиях. На сегодняшний момент по результатам этих выборов, которые прошли 13 сентября, КПРФ и союзники КПРФ, то есть часть среди из них были самовыдвиженцами, которых поддержала КПРФ официально. Только на этих выборах мы получили 38 депутатов верхнего уровня, то есть муниципальных районов и городских округов, в 14 городах и районах. Совокупно с теми, которые у нас были до этого, то есть в этом году не проводились выборы в Книжпогосте и Вижемском районе, да, это были они в прошлом году. Совокупно с этим мы имеем 52 депутата в 16 городах и районах именно верхнего уровня. Это, кстати, к вопросу о прохождении муниципального фильтра на следующие выборы главы. То есть этот верхний уровень у нас закрыт на сегодняшний момент полностью. То есть здесь нас подпереть уже в администрации главы будет сложно политтехнологам, те, которые будут проводить выборы следующее. Вообще, вот еще раз, повторюсь, они любой ценой сохраняют свою власть, стараются, значит, любой ценой противостоять и так далее. Не всегда, действительно, Юля правильно заметила, не всегда оппозиция может договориться о, значит, характере участия своих сильных кандидатов в выборах на разных округах, потому что у всех есть определенные амбиции, у всех есть определенные, значит, пути приложения. Да? Я еще раз повторюсь о том, что некоторые считают, что вот прямо железно это вот мой округ, и я здесь 99,100% одержу победу. А оказывается нет. То есть есть всегда кто-то умнее, есть всегда кто-то технологичнее, есть всегда кто-то, кто проведет более качественную кампанию и, естественно, выиграет. Но в этом отличие, скажем, нас, да, нашей команды, я же, расширяю границы в данном случае КПРФ, потому что на этих выборах у нас там практически 50% наших кандидатов в Госсовет, ровно столько, сколько было возможно по закону, да, потому что есть закон, который не предусматривает возможность выдвижения менее 50% членов партии в составе списка, они были беспартийными, то есть это были лидеры общественного мнения, представители общественности, которые вместе пошли, да, то есть и мы боролись не для того, чтобы, захватив власть, ее узурпировать, а для того, чтобы передать эту власть ее владельцу, народу. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Республики Коми народ у нас является источником власти. Так вот, Единая Россия вместе со своими представителями, она узурпировала власть. Она не считает народ той силой, которая должна управлять. А мы считаем наоборот. И наша ключевая задача, которая будет реализована, я уверен, в ближайший выборный цикл, который будет, значит, реализован в ближайшие 5 лет, это возвращение власти ее непосредственному источнику, от народа. Да, но пока что нас ждет очередной прискорбный акт отрицательного отбора. Сейчас, я знаю просто из разных источников, из разных сливов, извините, выстроились очереди к новоизбранному главе, очереди из самых разнообразных лузеров, которые хотят прорваться на должности, ищут вакансии и так далее. То есть мы сейчас будем наблюдать, и это неминуемо, потому что раз мы не подпираем власть своими активными действиями, раз мы не заставляем ее шевелиться, вот опять эти люди прорвутся и будут занимать вакансии. Мы, конечно, будем об этом говорить, мы, конечно, будем об этом писать, но
есть у КПРФ, и я сейчас этот вопрос задам и Олегу, и, может быть, еще здесь присутствующим в зале, есть ли какой-то кадровый потенциал, вот не только на выборы, а на замещение каких-то должностей? Вот, Николай, можно тебе этот вопрос задать? Или это лучше Олегу? Олегу. Ну, кадровый потенциал, конечно же, у нас есть. И этот кадровый потенциал может быть реализован во благо Республики Коми без всяких проблем. Потому что мы отличаемся от многих других именно тем, что мы не только декларируем те лозунги, мы не только декларируем свои идеи, которые есть, но мы готовы их реализовывать и уже пытаемся реализовать даже в этих условиях. Ну, всем известна, наверное, ситуация с нашим законом о нефтепроводах, да, который был заблокирован исключительно по политическим мотивам. Да, то есть просто не тот субъект выдвижения этого, ну, инициативы, да, не тот субъект инициативы данного закона. Вот. А есть законопроекты, которые позволяют нам систему обращения с твердыми коммунальными отходами и промышленными отходами, да, то есть вывести совершенно новый уровень, в том числе ввести РСО, в том числе создать систему раздельного сбора мусора. Это можно сделать, это законопроекты готовы, они, да, кое-что там требует доработки, вместе с общественностью мы готовы его обсуждать, но мы не готовы отказываться от этих, скажем, идей. Да? То есть мы можем это сделать, пожалуйста. У нас есть действительно те люди, которые готовы это реализовывать. Проблема заключается в том, что власть в лице Единой России, тех, кто сегодня находится у власти, она консервирует то положение вещей, которое у них есть, в том числе и путем недопуска профессионалов из числа, скажем так, оппозиции к реальным рычагам влияния, к реальным рычагам принятия решений, к рычагам управления. Вот и все. И почему? Потому что как только тот или иной представитель, значит, оппозиции начинает занимать действительно какой-то там пост или какую-то должность, где он может принимать решения, продвигать свою повестку, что-то реализовывать и так далее, это действие привлекает, соответственно, внимание общественности, и люди начинают понимать, что ага, вот смотрите, мы что-то изменили, человека, кадрового, значит, кадра из другой силы он есть, и он совершенно по-другому подход, значит, реализует, и, соответственно, можно, если этих представителей этой силы будет больше, логично предположить, что и в других, значит, направлениях будет что-то меняться. Поэтому, опять же, к отрицательному отбору, поэтому власть любой ценой боится допускать, значит, этих людей до управления. Ну вот я вам приведу пример из Госсовета прошлого созыва. Значит, у нас 4 комитета в Госсовете. Так вот, комитет по социальной политике был единственным, где не было заместителя председателя. Для понимания, в нашем комитете по соцполитике работало 2 человека на освобожденной основе. Это председатель Госсовета, председатель комитета по соцполитике и депутат Михайлов. Соответственно, там заместителя председателя не было. Чтобы не дать Михайлову такой громкий титул. Председателя, Да. просто, на понятно, самом деле, просто понятно. фейковое наименование. Да. Никакой, ни даже... но это резко поднимает статус хотя бы. Да, ну понятно, да. У нас в зале есть еще 2 человека, которые не говорили. Илья и Николай, что-то хотите добавить? Нет? Понятно. Значит, ну, мы потихоньку близимся к концу, но есть еще возможность там что-то добавлять, что-то. И, может быть, те, кто уже выступали, еще хотят что-то добавить, так что поднимайте руку. Значит, все-таки мы сейчас опять присутствуем, я повторюсь, и будем присутствовать и сейчас это несколько месяцев будет длиться, значит, вот этот вот акт отрицательного отбора. В чем он, на мой взгляд, будет заключаться? Значит, во-первых, будут привозить людей, каких-то непонятных, чуждых республике, значит, ну, профессионалов, так сказать, хотя мы видели этих профессионалов, да, мы видели в прошлый цикл, значит, этих гапликовских профессионалов, которые типа там что-то умели, что-то знали, на самом деле провалили все на свете. Может быть, они были профессиональные там в Смоленске, хотя там они сидели в тюрьме, значит, еще где-то, может, они там были профессиональны, в чем-то были профессиональны, значит. Мы видели, как завели в республику кучу профессионалов, в кавычках, компании, которые, значит, стали строить дороги, вытесняя наши компании, компании, которые, значит, ну, в общем, везде, где можно было на распил запустить кого-то, туда запустили профессионалов. Вот, значит, мы ожидаем того, что сейчас может происходить, значит, очередной акт вот этой драмы, когда, значит, гапликовских, теперь еще гапликовские сидят, они еще сидят, мы видим их, мы знаем их, там, да? Сейчас их будут запускать в республику, вот этих вот лис в наш курятник будут запускать. Значит,
как с этим бороться? Как вот давайте подумаем, КПРФ, независимые журналисты, в конце концов, «Справедливая Россия», там, не знаю, можно договориться с ЛДПР, значит, всеми силами попробуем засвечивать это, попробуем что-то делать, чтобы вот этого всего не было, потому что, ну, это же прямой, помимо вот этого вот бюджетного грабежа, это же еще грабеж вот этого бюджетного пирога, который все-таки того, что остается все-таки в республике. Мы готовы, КПРФ готовы как-то вот это вот этим заниматься? Да, значит, я отвечу. КПРФ готовы этим заниматься, и КПРФ значит, не только как сама партия, а вместе с представителями общественников мы систематически эти вопросы пытались поднимать даже при тех обстоятельствах, которые были до этих выборов. Да? То есть у нас небольшое количество депутатов, но были где-то самовыдвиженцы, независимые и так далее. То есть, ну, например, была история там с, ну, опять же, да, не будь он помянут, ШИС, да, заявление о ситуации в ШИСе было принято Советом Ижемского района. Потом было принято это заявление, осуждающее ШИС и так далее. Я хочу напомнить, что в Совете Ижемского района в 2019 году на выборах победила КПРФ. И вот эту позицию они обозначили. Да? Значит, сегодня таких больших депутатских групп у нас несколько. То есть не по одному депутату, которые там могут с бумажкой кричать, и их «Единая Россия», значит, отошьет и скажет «до свидания, с своими бумажками где-нибудь в другом месте занимайтесь», а не здесь. А теперь у нас есть большие фракции, где-то там по 6 человек, где-то 5 человек, где-то есть еще независимые самовыдвиженцы, те, которые с удовольствием готовы поддержать здравые идеи. Так вот, на базе этого мы будем продвигать эти предложения, то есть в том числе через принятие заявлений, через принятие обращений, через те механизмы, которые есть на сегодняшний момент у муниципальных депутатов, у Государственного совета Республики Коми для того, чтобы те задачи, которые вот Леонид обозначил, да, их реализовывать, да, потому что невозможно смотреть на то, что происходит с Республикой Коми. Мы готовы взять на себя ответственность, да, за республику. Мы знаем, что нам надо делать, мы знаем, какие нужны для этого изменения, да, и мы, собственно говоря, будем этим заниматься в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Но и это всегда не одностороннее действие, да. Депутаты, они сильны только, когда у них есть большая поддержка гражданского общества. Вот это, значит, скажем так, ситуация, да, вот это вот взаимодействие, оно должно быть более широким. Потому что очень часто многие вот говорят, ну что ты там, ну это было раньше, там один там в Госсовете что-нибудь скажешь, все равно тебя заблокируют. Ну хорошо, а общество-то где? Как оно реагирует? Ведь когда Комитет спасения Печоры собирал подписи против объединения министерств, там, против нефтепроводов и так далее, ведь пожалуйста, это же открытая площадка, давайте взаимодействовать. КПРФ поддержала, значит, этих людей. Сейчас в Государственном совете Республики Коми из 4 депутатов фракции КПРФ 2 представителей Комитета спасения Печоры. 2. И эти люди, которые активно работают, готовы, значит, сражаться и так далее. Это та площадка, которая сегодня должна стать ключевой дискуссионной площадкой для обсуждения всех наиболее важных вопросов, которые в обществе сегодня есть. Поэтому я и предлагал, и предлагаю, и мы будем двигаться в этом направлении, создать экспертный совет при фракции КПРФ в Государственном совете для наиболее широкого обсуждения тех, значит, законопроектов, которые есть. Будем устраивать парламентские слушания по вопросам, касающимся большинства жителей нашей республики, и будем доводить эту повестку до самых широких масс. Только так мы сможем, попытаемся, только так мы сможем изменить ситуацию в Республике Коми к лучшему. Только так. Ну, я, честно говоря, сильно надеюсь, что будет интереснее в этом цикле. Я смотрю на фракцию, как бы я вижу там Олега, который, опять же, не тот Олег, который был 5 лет назад, там, да, я вижу там Бортенкова. Ну, я понимаю, что там шухер какой-то будет. Наконец-то появились желающие еще что-то добавить. Значит, Андрей Никулин. Я просто не могу не добавить, и мне очень жаль, что Олег забыл о своем достижении прошлого созыва. Вот к вопросу у Леонида об отрицательном кадровом отборе. Вот приведу конкретный пример, многие, может быть, уже забыли. Был такой заместитель председателя правительства Республики Коми во времена Гапликова Джамал Лаиндиев. И даже на стадии его назначения даже единороссы не скрывали своего скепсиса, связанного с его назначением, но тем не менее они подчинились воле вышестоящего начальства. Тем не менее
был всего один депутат Государственного совета, который не переставал задавать вопросы по поводу деятельности заместителя председателя правительства Яндиева. Это был Олег Михайлов. Он постоянно задавал вопросы, сколько денег потрачено на эту государственную должность. Ему пытались там отвечать, но эти вопросы были постоянно неудобными. После этого родился законопроект вообще об исключении этой должности из вот списка должностей на уровне правительства. И только после того, когда законопроект родился, и стало ясно, что игнорировать этот законопроект уже нельзя, они были вынуждены сами эту должность ликвидировать. Благодаря деятельности всего одного депутата человек не продержался там и года. Я к чему? Что сейчас таких депутатов несколько, и самое главное, они должны ставить перед каждым кадровым решением нового главы такие вопросы, какими деловыми качествами обладают его назначенцы, способны ли они возглавлять целые отрасли народного хозяйства. И требовать проведения максимально публичных, открытых конкурсов, в том числе на замещение высших постов, в том числе министерских, не только на уровне специалистов, главных специалистов и начальников отделов, но и на уровне министров. И в этой ситуации, когда уже будет выходить не личная лояльность, не совместная работа в ФМБА, а именно конкретно способности конкретного человека на первый план при принятии кадровых решений, вот это уже будет означать качественные изменения к лучшему. Возможно, в Госсовете удастся поставить, вот мы уже в кулуарах обсуждали с Виктором Воробьевым, возможно, поставить изменения в Конституцию Республики Коми, чтобы все министерские назначения согласовывались с Государственным Советом Республики Коми. И это уже будет, когда будет проходить парламентский фильтр, а нынешний парламент — это уже совсем другое образование, тогда, конечно, и качество назначений будет наверняка совсем другим. Честно говоря, я испытываю некоторое сожаление, что вы, Андрей, используете как... Я понимаю, что очень нужен совет, человек в избиркоме, но депутат он был бы первокласснейший. Просто первокласснейший. Вот. И надо подумать на следующий цикл, готовить ему замену в избиркоме и пытаться его использовать все-таки в другом качестве, потому что, вот, собственно говоря, вот так и должны выглядеть, вот так должны выглядеть, так должны говорить и так должны рассуждать депутаты от сильной партии. Юля, тут остается уже мало времени, Юля просила. Да, к вопросу, что делать, когда у нас в государстве господствует отрицательный отбор. Использовать его в свою пользу, вот, для себя. Что я имею в виду? Вот когда система выплевывает каких-то людей, да, это чаще всего люди достойные. И нужно их подбирать. Я просто хочу привести два примера. Я активно использую эту вещь. Значит, когда один очень сильный специалист, психолог, не смог удержаться в детском саду, потому что он был вне этой системы, он был слишком первоклассным для того, чтобы оставаться в системе детского сада, я создала центр реабилитационный, свой первый реабилитационный центр для того, чтобы этого психолога устроить туда на работу. Мы были первые тогда в республике, в городе Сыктывкаре, мы были лучшие с этим специалистом. У нас получилось именно вот с жертвой этого отрицательного отбора создать такой хороший реабилитационный центр. Второй пример. В 2017 году огромное количество работников Кочпинского психоневрологического интерната восстали против реформы, оптимизации отрасли, когда им хотели понизить зарплаты в 3 раза, то есть они должны были получать 9 тысяч рублей вместо 40 тысяч, положенных государством. И вот они восстали. Мы победили тогда, и людей оставили на своих должностях. Но спустя уже несколько месяцев, нескольких из них, самых активных, самых хорошо грамотных и хорошо настроенных, просто сократили. Что сделали мы? Мы создали еще один реабилитационный центр уже для взрослых людей с инвалидностью и устроили туда этих людей, которых сократили. И теперь мы снова первые и снова самые лучшие. Пока. Поэтому нужно, вот власть нам показывает людей, которых нужно в первую очередь брать, и именно из этих людей можно ковать гражданское общество в различных областях. Вот, например, Дмитрий Беляев.
Если не ошибаюсь, он тоже в некоторой степени жертва этого отрицательного отбора. Прекрасный специалист, замечательный человек. Ну, к моей радости он прошел в городской совет, но, к моему сожалению, он не прошел в государственный совет. Вот, пожалуйста. И я думаю, что мы можем привести массу примеров людей, которых выплюнула система, но которые смогли подняться и стать намного крепче и лучше, и вот возглавить какие-то более важные структуры и, и институты, может быть, даже гражданского общества. Поэтому вот я за то, чтобы использовать это во благо нам. Большое спасибо, Юля. Очень хороший пример. Мне тоже очень нравится Дмитрий Беляев. Вот, и я считаю, что вот как раз вот здесь вот очень это большая беда, что нет возможности создавать вот эти коалиции, конечно, потому что вот такие люди, как вот команда КПРФ и такие люди, как Дима Беляев, конечно, легко могли бы договориться и объединиться. Олег, еще есть, да, что добавить? Да, я вот в продолжение того, что сказал Андрей, да, Никулин. Вот как вот можно бороться вот с этой вот отрицательным отбором, отрицательной селекцией? Ну вот у нас есть совершенно ненужные, бесполезные должности в системе государственного управления. Ну всем известно, да, вот один пример был приведен с Индиевым, с этим, да, спецпредставителем, спецосвоителем. Вот. У нас есть еще одна такая же абсолютно бесполезная, ненужная должность в системе там, органов власти в Республике Коми. Это представитель главы республики в Госсовете. В 2003 году создали эту должность для того, чтобы там обеспечить там комфортный выход там на пенсию определенных лиц, да. На сегодняшний момент не нужно совершенно, да, то есть какую роль эта должность, да, человек, занимающий эту должность, выполняет, абсолютно непонятно, неизвестно, никому это абсолютно не нужно, вот. Таким образом, получается, что должность создали. Зачем, чем занимается, непонятно, но на это тратятся деньги, бюджетные деньги в большом количестве. Это речь идет о миллионах рублей. Вот уже подготовлен, мы внесли, наша фракция еще в предыдущем созыве внесла этот законопроект, чтобы ликвидировать данную должность. Зачем? То есть мы сэкономим денег и таким образом сможем, собственно говоря, плюс для бюджета и, соответственно, ликвидируем ненужные вещи. Да? То есть и не будет вот этого вот проявления, в том числе вот этого вот отрицательного отбора. Поэтому... Конечно же, кадровый потенциал, который есть и у КПРФ, и у общественных сил, он очень большой. К сожалению, да, вот подводя, наверное, итоги вот сегодняшней дискуссии, он маловероятно получит свою реализацию при тех сегодня людях, которые стоят у власти. Мы действительно должны использовать тех людей, которые по каким-то причинам оказались не востребованы этой системой ввиду своей честности, ввиду своего слишком высокого профессионализма, который значит, не устраивает нынешнюю правящую верхушку. В силу различных обстоятельств мы, конечно, готовы с этими людьми взаимодействовать, работать для того, чтобы достигать совместных целей, для того, чтобы передать действительно власть в руки народа, да, Республики Коми в нашем конкретном случае и в глобальном народа Российской Федерации, потому что власть из рук наших людей забрана, и их пытаются, значит, кормить разными партиями-обманками, разными спойлерами для того, чтобы сохранить свое вольготное положение. Эти люди готовы пойти еще раз на любую пакость. Ну и еще хотел тоже добавить, что у нас есть такой уже фактически сложившийся, значит, институт, как в Республике Коми, как Республиканская коалиция. Это организация, которая объединяет, собственно говоря, людей, которые ставят интересы республики во главу угла, да, люди, которые считают, что интересы республики, они должны быть реализованы, народа Республики Коми, в том числе через участие в выборных кампаниях, через приход к власти представителей вот этой вот республиканской коалиции. Хочу, кстати, обратить внимание, что и я, и Дмитрий Беляев являются членами этой самой республиканской коалиции. Я уверен, что общее вот это вот позиционирование наше в республиканских органах власти, как в Совете города Сыктывкара, так и в Государственном совете Республики Коми. А вот еще забыл Николай, тоже сидящий здесь, отказавшийся выступать, тоже член республиканской коалиции. Да, есть и другие люди, да, то есть, соответственно, наши действия, они будут определенным образом скоординированы. Я думаю, что мы еще послужим народу Республики Коми и расширим в будущем свое представительство так, чтобы люди почувствовали те позитивные изменения, которые мы готовы нести, и стали действительно хозяевами в своей собственной стране. Ну что ж, как-то неожиданно все стало поворачиваться в оптимистическую сторону. Я должен сказать, что вот при прошлом действительно правлении, при преснопамятном правлении Гапликова, республика стала превращаться, есть такое вот старое персидское слово «сатрап».
Да, это оно сейчас, оно тогда в древние времена оно не носило такой отрицательной коннотации, а сейчас оно имеет только исключительно отрицательное звучание. Значит, и республика начинала превращаться в сатрапию. Это такое место, где воля и желание местных людей вообще ничего не значит. И вот возможен любой произвол, вот возможно любые яндиевы, которых зачем-то ставят, зачем-то снимают, куда-то какие-то деньги разбазариваются. Значит, сейчас ситуация, мне кажется, лучше. Действительно, в прежнем составе нашего парламента оппозиционные партии были предельно ослаблены. Их голос почти не был слышен. Действительно, иногда был слышен Олег, иногда что-то говорила Солодина, но, в общем, буквально все. Сейчас там будет уже все-таки не одиночные голоса, а будет какой-то хор голосов. И можно надеяться на то, что вот объединенными усилиями вот этих вот независимых кандидатов, независимых депутатов, как-то ситуация будет сдвигаться. И вот эта вот бесконечная, как бы дурная бесконечность отрицательного отбора, которая ведет республику к деградации, а уровень жизни населения к просто критическому падению, когда здесь и так не просто жить на севере, а становится все хуже и хуже, и когда люди просто не знают, куда деваться и что им делать, и когда сокращается население, и когда вырождается все абсолютно, эта вот бесконечность отрицательного отбора будет остановлена, и начнется какой-то положительный, позитивный отбор. Ну а пока я предлагаю послушать песню, наша программа завершается, я предлагаю послушать песню московского барда об отрицательном отборе в Коми. Большое спасибо. Это было ток-шоу «Отрицательный отбор», и в студии был Леонид Зильберг и Олег Михайлов. Спасибо. Так, дорогие друзья, здравствуйте. Это размышления о жизни в Республике Коми. А мы побили в Коми все рекорды. И пусть народ мы маленький, но гордый, у нас есть достижения и успехи, хоть всем нам достается на орехи. Вот взять ковид, противная зараза, мы пальму первенства себе забрали сразу. Да, это верно, мы еще не в Коме, но все равно вы равных не найдете Коми. Ах, в Сыктывкаре стадион сломали, взамен его построить новый обещали. Как только свистнут раки на горе, пока в хоккей гоняем во дворе, переселите за ветхого жилища, мы вам построим новые домища, а за ними та же самая беда. Наш лозунг лучше поздно, чем никогда. А в Коме отрицательный отбор, то троечник, то идиот, то вор. Других туда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. А мэры наши что наворотили? Они старались, но в тюрягу угодили, а население снизилось на треть. Что лучше, убежать или умереть? Налоги в Коме платим мы исправно, но их судьба постыдна и бесславна. Порадуйтесь такому озорству, 2/3 отправляются в Москву. А в Коме отрицательный отбор, тот троечник, тот идиот, тот вор. Других туда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. В Инде все шахты как одну закрыли, и угольной теперь не будет пыли. Взамен московский мусор нам сулят, но Коми его нюхать
чтоб мы природу полюбили, чтоб заповедник Юг-2 закрыли. Там золото мы лучше будем мыть. Зачем природу матушку любить? Эх, а в коме отрицательный отбор. То троечник, то идет, то ор. Других туда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. Других туда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают.